Межведомственная комиссия продолжает масштабные рейды в регионе. Специалисты проверяют стоимость продуктов питания первой необходимости перед праздником Ид-аль-Фитр. Комиссия контролирует стоимость социально значимой категории товаров. Первой точкой для обхода стал продуктовый супермаркет. Проверяющие в основном смотрели ценник овощей и фруктов, подсолнечного масла, сахара, яиц и мяса. Завышенная отметка цифр на некоторые товары все же была зафиксирована. Об этом уведомили администратора торговой точки, чтобы тот принял меры и снизил стоимость. А Роспотребнадзор особый акцент делает на сроках годности. Было обнаружено еще одно нарушение. Несколько наименований товаров мы увидели, просроченные. Мы дали указание владельцам данного магазина провести мониторинг всего товара, посмотреть, есть ли у них в реализации испорченная продукция или просроченная продукция, чтобы они пресекали данные нарушения, чтобы наши потребители покупали только качественный товар. И хотелось бы обратиться к нашим жителям, не поддаваться на этот ажиотаж. При покупке товара, особенно продуктов питания, быть внимательным, смотреть на потребительскую упаковку, на маркировку, на сроки годности товара, чтобы они обдуманно подходили к любой проверке. Следующая точка проверки находится относительно рядом. Ревизоры сразу отправились в отделы социально значимой категории товаров. В целом, как такового завышения обнаружено не было. Во всех проверенных торговых точках цены плюс-минус одинаковые. Лук 40 рублей, морковь по такой же стоимости. Картофель от 60 до 75 рублей. Килограмм говядины от 500 до 600 рублей. Подсолнечное масло от 100 до 150 рублей. Завышения особого мы не замечаем. Также оно будет проводиться до конца месяца. В дальнейшем, в принципе, оно тоже будет проводиться. Но на священный месяц Рамадан у нас прям таки, так сказать, более целенаправленно, более конкретно. Потому что бывает в праздничные дни некоторые, допустим, недобросовестные, так сказать, магазины допускают повышение цен с целью, не знаю, навариться, возможно. Возможно, действительно, поставщики завышают цены, в соответствии с чем магазины просто не имеют, так сказать, возможности их оставлять на нынешнем, как сказать, уровне. Факты необоснованного роста цен намерены пресекать. Рейды будут проходить и после окончания Рамадана. А покупателей, в свою очередь, просят при обнаружении завышенной стоимости продуктов первой необходимости сообщать об этом местным органам власти. Мадина Цора, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.